Всем большой привет! 13 июля на календаре, и сегодня великий праздник. Второе воскресенье июля, по традиции День рыбака. Какой-то праздник придумали в июне, там 27-го, день рыболовства. Туда одно, фигня, это все полное. Испокон веков День рыбака отмечался второе воскресенье июля, и сегодня этот день выпал на 13 июля. Значит, 13 июля, второе воскресенье, День рыбака. И по традиции мы выезжаем отметить этот праздник, конечно же, на рыбалке. И сегодня наша компания состоит: Ромка, Валентина и Максим. Леночка у нас в городе. Мелкий Генка не захотел поехать. Вот такой компанией выезжаем на Печору, покидать спиннинг, попробовать поймать рыбки. Главное сварить уху, чтобы с дымком ушицу попробовать в этот праздник. Это у нас уже традиционно. Погнали! Поехали! Толкай! Все. Прощай, любимый город. Вода у нас падает потихоньку. Лето не жаркое, лето прохладное. Как мы видим, хоть и дождя нет, одели парки, чтобы не продувало. Потому что градусов 17, не больше. 15-17 градусов. Солнце светит, но не греет. Так немножко пригревает. Ветра бы не было, может, и нормально было, но пока не жарко, скажем так. Приехали гости из города Ухты. Звонил Славик. 5 человек у нас в палатках на берегу Печоры. Уже балдеют. Приехали еще сестры на дамбу. Не знаю, увидим мы сегодня, увидим. Если увидим, то обязательно заедем, поздороваемся. А может, уже и ушицы попьем. Они уже приехали чуть пораньше. Наверное, уже наловили на уху. Джесси у нас сегодня тоже вышла на прогулочку. Не знаю, как она будет себя вести, пока привыкнет к этой лодке. В прошлые года она просто туда-сюда ходила. Самое главное, чтобы на тройник никуда не попала. Аккуратнее надо с блеснами с ней. Поехали. Разогнались. Самый главный плюс в нашей Уралочке — это то, что один едешь, что загрузить 3, 4, 5, 6 человек. Скорость практически не меняется. Допустим, если бы мы с таким весом сели в обяжку, то обяжка, скорее всего, уже бы утонула. Около полтонны как минимум сейчас едет, даже больше, килограмм 650 примерно. И нормально, практически скорость не меняется.
Привет рыбакам! С праздником! Че, уху сварили уже? А уху сварили, уху? Мало рыбы. А, мало рыбы. Что есть? Ой, такие. У нас тоже копченые есть. О! Праздником. Не клади в рот, укусит. Все, Праздником. праздником. Пошлите к столу, выходи, Вань. Привет, привет. С праздником. Привет, с праздником. С праздником, рыбаки и рыбачки. Праздником. Рыбак, а что ты это? Бронежилет такой коротенький одел. А какой какой достал? Ну, на рыбалке-то без рыбы. Рыба, ешь, сушеного леща. У нас копченый есть. Далеко собрались? Мы уже приехали. Здорово. Ну а что там делать? Там никого не знаешь. Там еще бригада ух на мещами. Славик 5 человек. Опять они? Емельянов. Да, вон машину поставили, машина во дворе стоит. Садитесь, чай пить. Чай это всегда хорошо. Она первую поймала. А, Больше всех поймала. И вот Алиска уже рыбку поймала. Алиска главная рыбачка. Что, сама сняла? Получилось? Ну-ка покажи. О! Окунь. Красавец. С него уха вкусная получается. Да не бойся, не укусит. Тут-то на глубине бывает хорошие окуня, ближе к вечеру. Ну тоже так-то, блин. Даже не дергает, да? Вообще. Но она поверху идет, тут очень глубоко. Тут надо утяжелять чебурашку, чтобы она по дну. Не-не, она у тебя поверху, тут метров 4-5 глубина. Или потише крути попробуй. Ну глубины нет, глубины очень много здесь. Просто надо потише крутить. Вот эта резина же, она тут зацепов нету. На дно прямо ложи, так тынк подергивает. Ну, быстро идешь, она просто идет по верху и все. Чувствуешь по дну, да, дык-дык-дык-дык-дык. Ну такая. Вон туда надо, вот срез туда. Да, и куда дать ей утонуть, чтобы она утонула. Тут тяжелые надо. Тут в принципе дно чистое, зацепов нету. И прямо пусть по дну идет дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ну да. Окунь, тут крупный окунь бывает. Я тут по осени, правда, вода меньше. Я тут пришел в 6 часов вечера перед темнотой. 7 штук таких гробачей. И потом как началось, так я отрубил, и дождь пошел. Сейчас у вас и крышка улетит это. Что, говоришь, матрас далеко уже уплыл, да? Так. И что, он даже по ветру все равно по течению идет? Туда я хотел спиннингом его закидываю, а вертушку сносит. И что, он куда его потом на тот берег отнесло, наверное, да? Так, ну ветер северный, в принципе, севера даже запад, наверное. Его если отнесло куда-то туда, наверное. Какого цвета, голубого? Бело-голубой красавец. Если найдем, если никто раньше не успеет. С ерша, говорят, Николаевич, 40 йоди руки можно сварить одного. Сколько у вас там уже? О! Можно варить. Слушай. У нас новые есть, еще не пользовались ими.
А у тебя червя нету, так кто поймается без червя? А я только Ага. Самые крупные это у Алисы, да? Да, окунь. Ну, и по количеству больше всех поймала. У меня окунь был. Вам надо у малявки хвост отрубить и на малявкин хвост. Да и может целиком она маленькая. Нет, ну пополам, чтобы больше этих было. Вариантов. У меня сачок есть, если хотите мальков поймать. Вот. Ну там хорошо, но там слишком заросло уже. Вот там трава как раз. Ну там и мелко, наверное. Там уж видели, да, целый поселок уже сделали, живут там вот. Палатки стоят, все такое. Мы не заезжали-то. М. Ну а что, все на природу приехали, отдыхаем. Там давно уже дня 3-4, наверное, палатки стоят. Жить приехали, что ли, Нашел место, где... турист. Ну, главное, мы у вас рыбки поели. На уху у вас еще не собралось. Сейчас половим. Че, нету ни одной поклевки, да? Поехали. А где Макса? Здесь мы порыбачили, рыбки поели, уху еще здесь не сварили, так что попробуем наловить сами и может у нас получится уху сварить. Рыбка вкусная, сушеная, вяленая. Счастливо оставаться! Надо проводить праздники с семьями, на природе, с костерком, сухой, красота. Ну вот наша первая, скорее всего, остановка. Сейчас посмотрим местечко. Если понравится, то далеко ехать не будем, останемся здесь, наверное, да? Тут хоть за кустами немного ветра меньше. Здесь можно бомбарду поставить, попробовать хариуса поймать, вот перекатик на дамбе. Здесь это... О, Джесси пошла уже. О, говорите, она уток не будет искать. Вон утятница прыгает, смотри, как высоко. Ну, она из-за этого не видит и прыгает высоко. Ты, мне кажется, вот здесь, вот в этой куче травы, Рома, это... Не, виброхвоста поменяй, он без хвоста. Лучше резину, меньше зацепов, тут это, травы много. Посветлее, которая, можешь ее, да, можешь оранжевую поставить, там резинки, самые нижние оранжевые должны быть. Мы знаешь, что не взяли? Пилу не взяли. Для дрова делать, да. Но тут чурки есть немного. Дрова, если что, бревна натаскаем, бревнами разожгем. Тут на камнях безопасно. Пожара не будет. Бревен натаскаем, тут должно быть этого много леса. Так, ну что, первые забросы пока поклевок не последовало. Ветрище, конечно, мешает, но будем смотреть.
У нас мама первая обрыбилась. А чё, давайте ведро куда? Кто рыбак? Я рыбак, да? А ведра-то взяли хоть? Вон, да, Ну, доставай. О, такой ёрш, так что начало есть, на уху уже скоро надергаем. Вон какого мама окуня поймала. Так что, рыбаки не вы. Что, отцепляй. Молодец. Я тут пока, понимаете ли, удочки настраиваю. На спиннинг не берет, а на удочку вон сразу. Видишь, я там еще хвостик. Прямо возле лодки, да? О, опять. Видишь, на удочку клюет. Нет, там не будет, сюда кидай. Ветер, да. Ветер сильный. Ты хоть подальше, вот сюда кидай, ближе к лодке, глубине, более-менее глубине, да. Клюет. О, второй окушок. Так, что-то на себя, на себя. Какую я ее? Тебе, наверное, все-таки короткую, наверное, удочку. Надо, зачем такую? Близко ловит на это. Сейчас сделаю короткую тебе. О, ёрш. Видишь, спиннинг не работает, а удочка работает. Сейчас я сделаю тебе короткую удочку. Поймать не могу, знаешь? Ну ветер, что на, отцепляй, на. Я буду это нянькаться, что ли, с вами, блин. А тут груз нужен. Сейчас попробуем нацепить вот этот груз. Пыздрик еще от Сергея Башко вот такой. Или сейчас, ну попробуем что-нибудь да сделаем. Поднимай. Пока не поднимайся, не идет. Вот, сука. Ай. Подожди, ну тяни. Ну, блядь, за леску. На удочку щуку поймала. Я говорю, что не поднимаешь? Она говорит, не идет. Вот это мамка рыбачка. Как она еще леску не перекусила без поводка? А, потому что сбоку. А что молчишь ты? Я смотрю, пыжишься. Не могу поднять ее. Так сказала бы что-нибудь хотя бы. Сказала. Ты не сказала, это я спросил, что не поднимаешь. Я думаю, пыжится что-то. Что пыжится? Кого пыжится? Вон какая щуренция, вон. Смотри, Ром. Что, сюда воду кидать? Не выпрыгнет она отсюда? Крышкой накроет, а выпрыгнет она. Они прыгают очень хорошо. Подсак хоть приготовить. А тут мамка тут у нас вытаскивает одного за одной, вернее. Это просто на это, да? На червяка взяла? Вон там, о, прыгает, сука. Вон там. Прямо возле лодки, считай, щуку мама поймала. Вот это да. Так, видно, надеюсь, нет, чем мы тут занимаемся. Мама Валя сказала, что 6-метровая для нее тяжело, делаем 4-метровую удочку. Раз, два, три. А я же там поставил как бы маленький виброхвостик-то. Ну вот, и он как получается, как малек сработал, и щука на нее накинулась. Не просто крючок, здесь вот тоже вот маленький виброхвостик поставили, и щука получается на нее соблазняется. Так что блесны резинки не работают, работает удочка у нас сегодня. Уха уже есть, на уху уже поймали. Как она еще леску не перекусила, блин? Столько времени прошло, блин, она и туда, и сюда. Я уже здесь хотел ее поднять, блин.
Так, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Разбуянилась мама Валя. Так. Сделали другую удочку, чуть полегче, чуть поменьше. Вот такой вот. Вместо глубины, я думаю, хватит, еще немножко сейчас сделаем. Вот, сейчас распустим, будет вторая удочка у нас. А? Что, выпрыгнула уже? А как так? Как она успела выпрыгнуть? Если она дверь закрыта была. Ну, значит, не закрыта. Она и за лодку еще выпрыгнет. Главное, тут лежит свободно. Молчит, никто не трогает. Смотри, взял удочку, мне на удочку тоже не клюет. Маме клевала, а мне не клюет. Маме Валя сейчас дал 4-метровую удочку. Сейчас посмотрим, как она там будет ловить. На 4-метровую. Мне кажется, глубину сюда немножко надо поднять. Здесь и здесь не мешайся. Матрас голубой так и не нашли. Куда-то его не... Мне кажется, эти приватизировали. Скорее всего. О, есть поклевка, есть. О. Оп. Оп. У меня клюет. Глубина нормально у меня? Нормально. Тут глубоко. Главное, если поплавок стоит, значит нормально. Если лежит, значит мелко. Когда стоит, оно всегда нормально. Да? Да. Червя-то нацепила? Вместо крючка нацепил, поставил джиг-головку и маленький твистер с хвостиком. Вон. Как мы видим на этой удочке, твистерок уже сработал. Вот такой вот вообще вот маленький твистерок. Ну, как мы видели, сами видели, щука клюнула. А? Сейчас, если поймаю кого-нибудь когда-нибудь, попробую у него глаз оторвать и это поставить вместо червяка глаза. Что ты хочешь, Макс? А? Так сказал бы. Мартышка бегает. Что тут 3 рыбки и было, которых ты сразу поймал. Вот сейчас вот мелко у тебя уже. Видишь, поплавок ложится. Подальше чуть закинь. Чего-чего, но я не думал, что на удочку поймаем щуку. Поймаем. Вернее, мама Валя, что поймает щуку. Да хоть кто. Не ожидал. И она даже леску не перекусит без поводка за такое время. А я взял удочку, мне не ловится почему-то. У меня 2 ерша, 2 окуня и щука. Ну вот. А я ту же удочку взял, что ты рыбачила, и нифига не хочет. А ты возле лодки все тут и поймала, да? Здесь вот. Щуку тут, я и говорю. Рядом с лодкой, возле берега, считай. Расшугали мы рыбу всю. Вот и я обрыбился, вон.
Слишком глубину поймал, даже поклевку не почувствовал. Вот такой вот ершище поймал. Здоровенный. Так что мой пай в ухе тоже есть. Опа. Чуть не попал. Туда, под спас-жилетом ровно. Так что я сегодня тоже рыбак. Мужики, только Макс с Ромкой еще не поймали ничего. Пошли костер жечь, будем уху варить. Я, наверное, слишком высоко поднял, даже по поклевке не чувствовалось. О! Там мелко, а глубина большая. Тебе, наверное, это поплавок ниже тогда отпустить надо, скорее всего, если близко ловишь. Или кидать дальше. Вот такой вот пыздрик от Сергея Башко. Ставил джиголовку, но поплавок слишком легкий и уходит на дно. А стопорки менять неохота, чтобы нормальный поплавок вешать. В общем, попробуем вот на эту снасть сейчас. Кидать будет чуть тяжелее, но нормально. Зато сейчас на глубине тонуть не должно. Тяжелее кидать стало, да, легкая? Ну еще и ветер, да. Еще против ветра, а видишь, по-другому никак. Там мелко. Тут дамба, потому что. Тебе просто надо будет, если что, сюда сесть, отсюда кидать. Или вон туда садись. И то ближе уже кидать. Слышишь? Вот сюда. О, мужики уже костер развели. Так что скоро будем уже варить уху. Чуть-чуть бы еще пару окушков хотя бы, чтобы... Не, уховарка большая, надо рыбу побольше поймать. Ну, уха сегодня наваристая будет. Окуневый глаз, ну сейчас, наверное, уже не выпрыгнет, можно так. Оп. Окуневый глаз вешал, никто брать не хотел. Червячка повесил, сразу ёрш клюнул. Оп. О, пошли поклевки. А окуня, видать, здесь или мало, или его вообще нет. Вот на червя уже хоть ёршики. Костер уже горит, чайник поставили. Мужики пошли ловить рыбу на спиннинг вдоль берега. Как бы уже рыба есть, и щука, и окунь, и ёршики, но уховарка у нас здоровая, и надо бы пару окушков хотя бы добротных таких еще, чтобы наваристее была. Можно, наверное, начать уже рыбу чистить, нет? Пока чистишь, может, еще поймаем. Или кому? Мне чистить рыбу? А, чешую, короче, чищу я, остальное ты. У меня это рыбочистка теперь есть, так что проблем с чешуей нет никаких. 3 секунды и все готово. Сейчас еще одного ёршика поймаю и начнем, пожалуй, рыбу чистить. Вот всегда, когда только так скажешь, и обязательно никто клевать не будет. О, 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 опа! Не дошел. Был ёрш, но не дошел. Ты червячка-то поправляешь хоть? Или так клюет? Там торчит у тебя, да? Опа! Поклевка была. Пока на тебя повернулся, произвел поклевку. Ого, о, это малек, наверное. О, еще один ёршик. Кстати, с ерша тоже очень вкусная уха получается. Особенно, когда в уховарке еще щука болтается. Где окунь-то весь, блин?
Оп. Обманул. Есть поклевка. Ну давай. Стащил, небось, уже. Ну да. Так, ну что, начало было хорошее. Валентина сразу одного за одним. 2 окуней, пару ершей, щучку поймала. И потом что-то все затихло. Пару ёршиков поймали и тишина. Что-то и окунь перестал брать. Вон народ тоже катаются на лодке в поисках рыбы. Так, там наш чайник, наверное, уже вскипел. О, быстро летит. Моторчик маленький, а летит быстро на резинке. Так, пойдем, наверное, котелок вешать уже. Там, наверное, уже чайничек вскипел. Сейчас заварить его. Попробуем еще в лесок сходить. Может быть, листья смородины найдем, чтобы аромат не было. Там вдоль кустов, может быть, найду, поищем. Что-нибудь да найдем. Так, где у меня? Вон кусочек червячка, если что. На. Пока не высох. Где-то у меня рыбочистка была. Так, ну вот, чайник у нас кипел. Не спалить бы парку. Гамаши свои я так уже спалил одни. Пожалуй, надо снять лучше. И давайте приступим к чистке рыбы. Что поймали, то и почистим хотя бы. Так. Мама пошла чай заваривать. Вон какую щуку. На удочку, считай. Видел, нет, такую рыбочистку? А? В интернете. Так, ну-ка. Так, вроде бы так. Все, а без чешуи это я окуней это. А ты что он? О, ножом бы ты замучился, блин. А тут только аккуратно надо, чтобы и сильно не надо прижимать. Вот это ограничитель лучше так вот делать, чтобы это, чтобы ненароком на руку не это. Из головы, говорят, тут надо вот так вот. Все. Готово. И уже шкурку можно есть, считай. Видишь, чуть прижал, уже рвет. Ветрище, конечно, сегодня капитальное. О, на щуку вообще ножом, считай, тяжело. А тут вон, с головы начинаешь. Видишь? Красота. Только по ветру, блин, надо, чтобы чешуя туда летела. Нормально.
Плавники даже вырывает. Все, до единого считай. Все готово. Теперь уже не надо плеваться. Все, у нас за окунь, остальные ершей снимать не будем. И герметично его потом вот так вот сполоснул, и все. И все. Чистенько, простенько, готовенько. Харюс, это ладно, вот язя, щуку, окуня, вообще красота, блин. Вот так вот. Готово. Окушки с ершами еще здесь. Вернее, уже здесь. Ну, немножко жидковатая будет уха. Ну, нормально, я так думаю, будет. А мы не полную, мы где-то вот так рыба скроется, вот пол котелка сделаем и все. Главное, свежатина, ухи попьем. Потом, если что, свежих надергаем. Потом... А мелко. Сильно меча ляпки, да, черно все чапурис, блин. А? Привет рыбакам! Днем рыбака! Праздником, с праздником. А? Что ты хотел потянуть? Ты даже якорь не скинул, блин, получается. Что, поймали на ухо? Не, мы только выехали. А, только у нас уже уха есть. Не, вернее, на уху уже поймали. Валентина обрыбилась, пришла на удочку, 2 окуня, щуку сразу на удочку поймала. А мы тут 3 мужика ни хрена по 2 ёршика поймали. Вон, смотри, какую щуку на удочку поймала. Ни хрена нормально. Я тащить не могу, блин. На удочку простую. Ну как-то вот так. Уха уже у нас на костре. Опа, опа. Тепло. Чё, Джаконда? А? Хорошо тебе на курточке-то, а? У хозяйки. Вся грязная, все это. А что там мужики у нас? Не идут? Все никак не нарыбачатся. Скоро уже уха готова будет, а они все рыбачат. Что, ершей, Максим, тягаешь? Куда складываешь? В лодку, они потом в песке все будут, наверное. Вон, ведро надо было, 20-ку. А ты что, Ром, ловишь? Подавай контейнер, вместо стола он будет. Макс, подай контейнер. А? Контейнер синий, да. Вон, сзади тебя. Не, он не белый, он синий. Ага. Ну, синий контейнер с белой крышкой. Что, порвалось, да, блесна? Конечно, порвет. Опачки. Здесь рыбы нет. Так, ну что, вот и готова, пожалуй, наша уха. Только надо бы тряпочку еще какую-то. Нет тряпки никакой. Так. Теплые.
Теплые, теплые вот сюда. Так. Что, лук в уху или в рыбу? В уху. Самое главное, вот эта крышка, да? Котелок горячий, крышка холодная. Видишь, можно руками даже брать спокойно. Удобно. А вот это теплое. Так, вот и рыбу нашу убираем. Опа. Или может к рыбе, нет? Зачем к рыбе? Надо было это. Ну давай, кидай в уху. Как я? Ты на меня капаешь? А, ты, я думал, готова уже просто. Лучок и укропчик, да? А что, кидай еще, нет? Все? Все. И теперь пусть немножко здесь возле костра минут 10 еще постоит. И будет шикарно. Так, ну а что? Тем временем у нас безалкогольный пенный напиток разлит по кружкам. Рыбка, колбаска, яйца. Джесси, жизнь хороша? Хороша. И жить хорошо. Как-то вот так вот празднуют нормальные рыбаки День рыбака. Праздник должен быть праздником. Да. Не без этого. А что, надо было просто рыбу отдельно положить, Ром? Зачем? В тарелку. Он уху ест. Ну, уху ест. Комментарии, что за красавчик, ну это не надо. А чё ест? Знаешь уже? Да, да, лей. Найдет тебя кто-нибудь. Горячо. Красавец. Зомби. Надо было просто черпануть оттуда, да и все, рыбу вытащить, там же рыба вытаскивается в тарелке. Мы легких путей не ищем. А здесь кляпа сколько? О, еще и наваристая получилась, даже жирок плавает, блин. Еще бы нет. Полкотелка рыбы. Уха, во, красота. Особенно под безалкогольное вообще круто. Поговорил с ребятами. Привет Коле Шихонину с Сыктывкара. Занимается делами. Привет Сереге Осипову, он на Черноморском побережье. Сегодня первый день заехал в санаторий. Серега, привет, если смотришь. Поговорили, поболтали со всеми друзьями. Нормально, все отдыхают, все расслабляются. Все отмечают День рыбака. Круто. Ну а мы что? Мы тоже отдыхаем, балдеем. Собака уже устала здесь. И ветер потихоньку затихает. Скоро пойдем сплавляться. Пока нет возможности, пока у нас ветер поднимает. Скоро начнем рыбачить. День рыбака отметили. Пора и рыбки половить. Так, ну а пользуясь случаем, хочу еще передать привет моим друзьям. Это Юре Кулагину, Владимиру Валентиновичу Мамонтову с Москвы, ну, Оле Мальковой, Анне Николаевне, ну, всех, Александру Тарасову. Очень-очень много друзей, которые смотрят, поддерживают, пишут комментарии. С праздником всех, с Днем рыбака. Так, ну что, у нас праздник подходит к концу. Отлично отдохнули. И, как говорится, рыбалка — это не только поимка рыбы, а вообще природа, нахождение на природе. Что мы поймали? Поймали очень много после ужина. Ромка одного все-таки окуня выдернул, да? Да. Один окунь на спиннинг. И куча вот таких вот ершей и одна небольшая щучка. А, два окуня. Один на удочку попал. На стоячую оставляли с вибриком. А на червя только пошел один ёрш. Ветер немножко стих, и теперь сколько у нас? Час-полтора есть времени немножко порыбачить, и все-таки мы решили уйти с этого прекрасного места
И, наверное, все-таки немножко посплавляемся вдоль травы. Около километра до устья. До Устья-Пичи, наверное, сплавимся. Дальше смысла нет, уже далеко не поедем. Потому что уже сегодня у нас в планах, как говорится, не было наловить рыбы. Сегодня в планах у нас отдых и общение с природой. Ну и без рыбалки, это, как говорится, совмещаем полезное с приятным. Что у нас неплохо получается. Все шикарно, все отлично. Еще бы ветерок немного стих. Макс, все на зацепляйку, да? Все пытается зацепить на зацепляйку. Он, наверное, зацепит так, что даже не зацепляйка зацепится. Даже мышка зацепилась. Ты смотри, даже... А черви-то, походу, у нас протухли уже в ведре там. Целый день на жарком солнце. Закусила? О! Все, здесь рыба кончилась. А так хорошо все начиналось. Что ты? Ну-ка, убери. Как ты умудрился так через удочку закинуть? Он все-таки напоследок поймал еще одного сопливого. Это немножко не та рыбалка. Ёрш это, конечно, хорошо. Уха с них, конечно, очень вкусная. И солененькие они вкусные. Но попробуем поймать немножко другую рыбку. Спасибо этому берегу за все. О, даже мотор завелся с первого раза, не остыть. Видать, мы сидим здесь недавно. Сейчас попробуем выехать на течение, чтобы нас сплавило хотя бы немножко, если получится. Ветер немного стих, но он еще очень и очень сильный, чтобы такую здоровую лодку не парусило. Скорее всего, нас будет или поднимать, или прижимать к берегу. Попробуем. Если идеально северный ветер, то он будет просто нас медленно сплавлять. Главное, чтобы не прибивало к берегу и не выносило на середину. А что-то тут уже... Че, мать, тебе дать? И удочку твою? 6-метровую надо, нет? Тоненькую. Так. Ух ты, смотри, рыбаков-то сколько в этой ладье. Где этот у папы там, наверное, червяк? Опа. Ну, попробуем нашу белую резинку. Правда, это виброхвост, а не твистер. Я так думаю, тоже может что-то клюнуть. Попробуем. Походу на середину, да, уносит? Не, еще лодка двигается. Так, судя по ветру, должно прижимать. Ну, посмотрим немножко. Сплавимся, в общем, до первой поклевки. Вон, 3 спиннинга и 1 удочка. У кого клюнет, тогда сделаем включение. Часик времени есть, так что попробуем совместить полезное с приятным. Отдохнуть отдохнули, попробуем еще и рыбки половить, если получится. 2 окуня и щучка еще и... уже есть, вернее, в нашем прилове. И куча ершей.
Это то, что мы уже после ухи наловили. Так, ну что, у нас идет сплав. В принципе, даже относительно нормально. Судя то, что северный ветер, и он поднимает лодку против течения, относительно даже берега сильно не прижимает, сильно на середину не уносит, но поклевок нет. 3 смычка мы полоскаем блесна, резинки. Валентина даже в руках удочку держит. Но пока тишина, видать, все, что нам дал рыбный бог, Петр Павел этот, чтобы мы покушали сегодня ушицы, главное, на берегу. Рыбу ловить, наверное, думает, вы будете потом. В праздник у нас только рыбалка, а не поимка рыбы. Ни одной поклевки. Он, как говорит, гнались, окуня видел, но не берут. Это, наверное, Макс кинул, нет? А, ну значит, может, рыбка. О, у меня тоже что-то дернуло. Ну так, нехотя. Я говорю, солнце будет на горизонте, возможно, что-нибудь да поклюет. Ближе к вечеру. О, на берег, да, Макс закинул? На берегу рыбы нету точно, Макс. Там только лисы. Где-то здесь, да, мы лису видели, Ром? Да. Вкусная рыбка. Карасик. Свеженький. Спасибо-то хоть скажи. Видели, Ром? Да. Позапрошлый год? Или прошлый? Прошлый, наверное. Позапрошлый, наверное. А, ну да, в прошлом году я выезжал-то сколько? Раза 2. Это работает. Потому что там караси, мальки были, а прошлый год я толком даже живцов не поймал. Это скажи, сколько времени прошло ж, да, с армией? Я раньше... О! Вот и мама обрыбилась. Мама сегодня вообще переплюнула всех. Пока. О! Во-во-во-во-во-во! И у меня поклевка. Опа! Нет. Ушел. Окунь на килограмм был. Ну, грамм 800. Ну, может, 700. О, жутки. Где? Где-то крякают. Ага. Это электронный монохром. Как мне только что не пишут. Трясогузка даже написали. Карастель. Ну, карастель-то, может, карастель. А, вон, вот она, крякушка, да. 2 кряку. Где? 2 кряку, да. Это уж точно кряква. Жиганчик. Харюса поймала. Офигеть. На червяка? На червя? О! У Сергея Башко пыздрик сработал. Мама Валя поймала даже хариуса сегодня. Закидывай в холодильник все равно, чтобы не тухло. А то мягкая будет. Малосолка даже сегодня будет у нас. Офигеть. А танцующие хотят быть похожи, не хотят. Видать, выводок здесь. В обратную сторону набирай. Дом отпускай, дом. Так, у нас сегодня только мама Валя ловит и больше никто. Сколько? 3 окуня уж поймала. Хариуса. Это уже после ужина, после обеда, вернее, так сказать. Удочка работает. Вот у меня резина. Ну, а поклевка была одна, был сход. У Ромки вертушка. Макс, что гоняешь? Мышку? Тоже резинку, и спиннинг пока не работает. Я говорю, это пока, временно. Потому что сейчас ветер стихнет, все равно ближе к вечеру, наверное, окунь активируется. Это что? Харюзок? Наверное. Мелкий. Ну,
Резинку-то Хариус не возьмет, это 100%. Я еще ни разу не видел за всю историю, чтобы Хариус клевал на резину. А вот вертушку может взять. Была поклевочка, пока включал камеру. Опять сход. Но уже начались поклевки, уже радует. О, вторая поклевка. Тебя-то я уже вытащу, наверное. О, о. Вот и я обрыбился. С праздником! И вот и Максим обрыдался. Максим тоже, да? На резину. С праздником, коми-рыбак! Конечно, у нас недоеденная консерва, блин, в холодильнике. Клевать не будет. Надо было... Опа! Блин, я думал, я удочку сломал. Она просто вылетела, оказывается. Что, поймал тоже, да? Видать, здесь тайка есть. Вот такой же, да? На вертушку тоже клюнула. О, кряква там крякает. Стоим на месте, да? Нет, добавляем. Да нет, практически на месте. А мы стоим. Ну, здесь пока поклевки есть. Ветер стих, вот так бы стояло нормально. Вообще идеально. О, опа! Ушел? Или в лодку? Сход. Нет? Ну вот. Джесси поймает. Здесь сейчас, наверное, на берег спрыгнет хочет. Да она уток слышит, что крякают. Вот и она рвется, блин. Джесси, рано еще, будет твое время, будет и на твоей улице праздник. Видишь, как нервничает? А слышишь, что кряку крякают? И суетится. О! Хорошо, когда есть уха, зеленый лук и кусок хлеба. Это лучшая еда в мире. В той луже рыбы нет, Ром. Поклевка бывает. Однозначно, ага, поклевка в траву. Поклевку от травы-то отличить можно. Джесси, где? Лодки все едут и едут. Вам вечером, да? Прошло и полгода, выдернул вот такого окушка все-таки. В 3 смычка и в одну удочку кидаем. Тишина полная. Не хочет сегодня рыба ловиться. Начало было хорошее. Сплавились уже с нашей дамбы, где мы отдыхали где-то около километра. И это первая рыбка, да? А, Макс еще поймал, да, одну? Сейчас с тобой одновременно поймал. А, сейчас опять поймал? Да. А, 2 окуня у Макса и у меня окунь, и все. Даже Валентина перестала ловить у нас. Ну, солнце еще сколько? Час времени у нас еще на рыбалку есть. Я так думаю, что... Опа-па-па-па-па. Ромка меткий. Сбил. Ну, до рыбных мест мы, конечно, еще далеко не дошли, но, не знаю, до Ульянки-то можно еще сплавиться, конечно, было. Ну, так думаю, не нужно. Воды много. Рыба и здесь есть по-любому. Просто она, скорее всего, не хочет есть. Тут мелко, наверное, трава. В общем, активного массового клёва пока нет. Кидаем так. Просто полоскаем снасти. Бескрайних
водах нашей Клюет. матушки Печоры. Не клюет. Сейчас Нет, это мелко, наверное, нет? Не, сейчас клювало. Она от этого. Мелко задевает, но там трава, наверное, мелко. Тут перекат же как бы. Бомбарду так никто и не поставил. Не пробуем. Ну, в принципе, хариус не плещется. Вон Ромка может сейчас в ту сторону кидать. У тебя блесна, может хариус взять. Перекат переплываем, кстати. Опа, щучка даже. Опа, и сошла. Карандаш, но он наш. Пойдешь на сковородочку. Ромка, закинь, пожалуйста, это. А, он здесь уже. Сейчас сам закину. 30 сантиметров есть, ну-ка открой. Заебись, открыл. Вот, не прошло и полгода. Полчаса от поклевки до поклевки. Вон солнце как высоко, ой, как низко уже. Ну, надеемся на вечерний клев. Иногда он приходит. Тут каменистое дно, типа перекатика. Бывает клюет окунь, клюет язь. Но не сегодня, походу. Вертушку-то может взять хариус. Не для меня. Унула. Желтый полосатик. Вот. Сейчас даже полчаса времени не прошло. Сколько? Минут 5, не больше. Уже хорошо. Надо ближе к берегу сейчас подъехать. Там заводюхи пойдут, может что-нибудь будет интересное. Вон с этого поворота уже пойдут заводюхи. Там течение слабже. И может быть что-то будет интереснее. Чем нравится Уралочка, это своей ходкостью. Проехал 5 метров по инерции. Лодка проехала все 50. Сейчас еще придется, наверное, обратно ехать. Заводить мотор, чтобы берег не воткнулось. Ну да. Вообще-то нет, здесь постоим, наверное. И здесь на удочку, скорее всего, окунь может клюнуть. Окунь, язь тот же. Открой это. О. Хорошо идут. Я думал, у меня камера выключена, она, оказывается, все снимала. Рыбачки на Печоре, у Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Праздник сегодня, день рыбака, все на рыбалке, все отдыхают душой и телом. Я думаю, 90% выехали сегодня на речку не за рыбой, а на рыбалку. По крайней мере, у нас оно так и есть.
Ну, мы даже сегодня немножко и рыб поймали. Главное ушиться с дымком. Покушали. Еще и на жареху соберется. Так, было уже 2 поклевки подряд, но 2 схода. Оп. Это уже дает надежду. Что у нас там по заряду? О, вообще заряда нет на батарейке уже. Пора уже батарейку менять. А с батарейками у нас труба. Батарейки за 3 года уже запасные даже вздулись. Одна оригинальная, 3 китайские. Что-то повздувалось, что-то уже вообще емкость не держит. В общем, надо или камеру менять, или батарейки. До зимы точно так дело не пойдет. Зимой они точно работать не будут. И так в эту зиму уже сколько хороших кадров было потеряно из-за этой камеры. Вот там вот. Сейчас мы достанем окуня нашего. Окунь, 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 конь. Окунь, 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 конь. Нифига. А ведь они есть. Но пока не берут. Скоро начнется. Скоро будет вечерний клев. Да ладно. Не прошло и полгода. 5 минут 20, наверное, без поклевок. Ну где же он, вечерний клев, а? Вечерний клев. Бом. Бом. Вечерний клев. А ведь он будет. Ветер стих. Сейчас солнышко, главное, чтобы спряталось еще за горизонт, чтобы было чуть темнее. И я так думаю, дело пойдет. Только у нас уже белые ночи прошли. Слишком темно, это тоже нехорошо. Что, связь поймала у кого-то? У мамы. Или телефон достала? Что-то мама у нас перестала рыбу вытаскивать. А, мам? Да и мы что-то сильно больно не вытаскиваем. А? Какая Аня? Кого поймала? О, щука. Хариус. Я же говорю, вертушку Хариус возьмет. Окунь. Ну, молодец. А Рома Хариуса поймал. Я говорю, Хариус только вертушку берет. Красота? А запах какой. Да, так пахнуть может только Хариус. Главное, как резко. Как будто щука килограмм на 5. Не, вот я говорю, вертушку может, да, Хариус взять. В любом месте, даже как бы на относительном тиховодье. Как бы. Клюет. А там червяк-то есть хоть? А вот резину я еще ни разу не видел, чтобы за резину взял Хариус. Ясь, пожалуйста, да. А что-то ясь перестал. Вот вчера мне тоже язя ни одного не было. Окунь, щука есть. Ясь куда-то подевался. Вода потеплела. А, думаешь из-за этого? Ну, как вариант. Да, этой саранче, мне кажется, все пофиг, блин. Но вчера я язя уже не поймал. Вчера, кстати, была рыбалка после работы. Поймал где-то пол-ведра рыбы. Но, к сожалению, кино не будет, потому что
Камера была с дохлыми батарейками. Ну, не вытаскивай до конца, ты вытаскивай, в лодку же поднимай тогда. Мелкая. Ничего себе мелкая. Щука с килограмм мелкая, говорит, блин. Не, просто крупный крокодил, он дубовый. Ага. На ту белую резину, да, Макс? Да. Вот, Янскадан. Плюс одна щучка. Сильная такая, маленькая. Там вода есть, да, видели? Вода. Все, окунь есть, щучка есть, ешь. А у меня тоже, кстати. Хороший. А, и у меня еще хороший, у меня 4 вида. Ромка тоже. Ну, и... Щуки еще нет. А, у тебя нет щуки? Я тебе свою там. Зачем? Я уже... Ну точно, рыбаки, ну точно. Я вот не помню, в прошлом году ловил щуку, не ловил. Почему с Полиной-то ты поймал уже щуку? Да? Наверное. Точно помню, ловил, а я не помню. Ага. Ну, у вас точно в улове был. Надо видео просто посмотреть. Ты же снимал там что-то. Я летом щуку не поймал, это не лето. Ну, прошлую рыбалку за целый день я ни одну щуку не поймал. Сейчас опять щуку не поймал. Хотя целесообразно ставлю щучью приманку. Ты воблера поставь. Сейчас только... О, вот это, о, бляха-муха, это у меня или язь, или щука была, наверное, точно. Хорошенькое такое, что-то добренькое. Не знаю, грамм 50, наверное. У меня так, блин, сейчас четко, блин, поймалось и ушло. Добренькое висело. Не, просто он чуть больше блесны был. Что-то нас раз выкрутило неправильно немного. Оп, есть что-то, есть. О, щука, наверное. Наверное, щука. Она как будто зацеп идет, потому что... Да, она... Ну и вот. Была бы открыта, залезла бы сама, наверное. От Янскадан. Еще один карандаш, но он наш. 30 сантиметров есть? Есть. Значит, эти карандаши наши. Поверь, мне кажется, если они есть, и они на мелкую хавнут. Вон, Валя самую большую сегодня поймала. Да? У меня самая большая такая? У тебя самая большая была, да? И то на червя. Там маленький виброхвостик был. О, есть полосатик. Сам... Да что они сегодня у меня падают? Там крючок не сломал случайно? Так. Ну, уже пошло повеселее. Солнце близится к горизонту. Во, смотри, каждый заброс поклевка пошла. Ну, сейчас ближе к берегу подъедем. Мы просто отплыли от берега. Вон, добрый окунь. О, смотри, даже и опять сошел. Да что это? Добрый. Крючок может без бороды? А, ну практически, да. Что? Борода очень-очень маленькая, стерлась уже. Они из-за этого и срываются, сходят. С одной стороны удобно, только закинул в лодку, она упала. Но с другой стороны они могут и в реке сойти. Так, от всех камней, да, у поклевки были?
Борки, вперед надо. Нет, смотри, опять поклевка. 4-я подряд уже. Вон, что, вечерний клев? Янскадан. Дождались. Они всегда водолетные или нет? Ну, не всегда, но, как правило, перед заходом солнца, как оно зайдет, и сразу после захода солнца они ловятся, бывает. Не, сачок все равно сачок, она рядом держится. А что, у вас сачок короткий, что ли? Я далеко сижу. А. Ну вот еще только что завел мотор, хотел переехать. Я же говорю, она слабо держится. Без очка бы ушла, наверное. А катушку сломал? Катушку или крепеж? Вот, ножку тому. Что ли завелась? Как завел, сразу взяла? Вот Янскадан. Ценой катушки, катушка сломана. Только завел мотор и на ходу, блин, считай. Ну это уже килограмм 1,5, наверное. Больше моей? Немножко, да. Я думала, что сегодня останутся. Макс так катушку в руках в левой держит отдельно от удочки. Там же какая-то запасная была еще катушка, нет? Да, серия. Сейчас поменяете, я к берегу причалю тогда здесь. Ни хрена себе. Что, убегаешь, что ли? Ну никак не хочет лодку идти. А? Не, щука. Щука-то щука, не хочет идти. Наша. О. Ну, Ромка даже переборол Макса. Это около 2 уже. Янцикаден. Я думаю, что он там пыжится, тужится, блин. Наконец-то, скажи, да, Ромка? Первый и сразу максимальный. Да ладно, у нас эти соревнования. Соревнования, да? Ну теперь, Как так? ну теперь моя очередь. У меня было первое. Что, заглотил? Нет. Ты самое последнее. Там, если что, зевник должен где-то быть и щипчики в этом, в ящике. Ты так же на вертушку, да? Да. Ты кинул и сразу кинулся, да? Ну. На шлепок. Почему у меня то нет? Глубина. И что, надо больше сделать? Нет. А, ну задевает, значит, траву. Траву задевает, значит, ну. Значит, надо чуть-чуть отпустить поплавок, значит, глубина. Нормально, да, красотка. Аккуратнее только. Не отпусти. Вот Янцикаден. Вот и Роман Геннадьевич дождался своей зубас. Как мама говорит, можно и домой. А я-то думаю, что ты молчишь, блин? Так, где антикомарин у нас? Давайте побрызгаемся немножко, а? А то комария уже одолела. Обезьяна клюнула. Окунь. Окунь Вань. Что-то у нас сегодня контейнер медленно наполняется. Тогда, Ромка, и то лучше, да, 2 числа наполнялся? Не, сначала долго, потом быстро, да? А, сепаратор, да. Ну он так же вот работает. Да? Ну, то слышно.
О, как весело это стало в контейнере. Так, что у нас? Куда снимает-то хоть? Поменяли последнюю батарейку. Не знаю, насколько хватит с этими конченными батарейками. Сколько хватит, столько хватит. В общем, если не хватит... День прошел замечательно. Ездили сегодня мы не за рыбой, а на рыбалку. А сейчас солнце ближе уже к горизонту. Я так думаю, мы еще немножко и рыбки поймаем. Все-таки у меня такое предчувствие, что должен быть вечерний клев. И мы его дождемся. Так, ну что, солнце уже на горизонте. Он плесканулся чуть ниже, я не знаю, окунь или хариус. В общем, перекат еще не открылся. Но вот тут ближе к берегу, как бы камни, глубина маленькая. Ты обратной стороной, Ром. Не той стороной, вот этой стороной надо, вот так вот. Ромка решил попробовать поймать хариуса на малосолочку. Ну, и, конечно же, все мы тоже будем пробовать, пару раз закинем. Времени у нас осталось не так уж много, но оно есть. Будем стараться. Ну вот, наконец-то первая поклевка на кораблик. Тюкнул хариус все-таки. Не знаю, дойдет, не дойдет. Но пока идет. Может, очок дать, нет? Взять. Рыбу хорошо заглотил. Ну, смотри сам. Тогда тяни. Вроде да, мушки не видать. Цепляй, тебе ближе будет. А? Цепляй, говорит, тебе ближе будет. Кого? С очком? Не, он у тебя возле тебя уже. Тихо, тихо, тихо. Подтягивай. А, вот я говорю, надо это... Тихо, 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 тихо. Так. Ну все. Надеюсь, дальше не отпустишь ты его. Все-таки одного наковыряли. Взял нам кораблик на мушку. Я пробую на блесну. Маленькую копеечку поставил медную. Что-то я не могу харюзовую блесну с черными точками. Ты не брал ее, Ром? Так ты сейчас давал, нет? Нет, другая. О, была поклевка. Поклевка была на медную. Я там другую, это с зелеными точками. Я черными точками не могу найти. На блесну тоже сейчас тюкнуло. 4, 5, 6. Блин, один нормально попался, и то ушел. В общем, продолжаем. Пробовать поймать хариуса. Что-то солнышко село, начали прыгать, появились плески, и теперь уже хотя бы пяток на малосолочку попробуем поймать. Ну, Ромка ловит, а я вот пробую сделать снасть бомбарду. А ничего не готово, мушки все развязаны. В общем, как сделаю, попробуем побомбардить. Вот еще один. Еще одного напоследок. Заглотил, да? Угу. Красавец. Вот так бы все брали. Что, тройник, да? Да? До жопы? Могут же, если хотят. Так, ну что, хариус нас подразнил немножко.
ветер стих. Мы даже видим, что он плещется, но не берет. Сделал вот бомбарду с мушками. Макс гоняет блесну, Ромка кораблик. А им пофиг. Так что солнышко уже село за горизонт. Пора выдвигаться домой. Хорошего помаленьку. Сматываем удочки. Ну что я могу сказать? День прошел на ура. Выехали уже поздно. Отдохнули душой и телом. Расслабились. Поели ухи с дымком. Чаю попили. Все было прекрасно, все хорошо. Кроме этого, мы были не только на рыбалке, но даже и рыбки немножко поймали. Так, ну что, Роман, давай посмотрим, что мы сегодня в день рыбака накидали. Ух ты! Даже что-то еще и есть. Две щуренцы-красавцы, конечно, порадовали. Вот такая вот красотень. Парочку хорюсков даже поймали. Окуни, щуки. Мы не только были на рыбалке, мы еще и рыбки половили. Ну что, народ, довольны? Да. Да, ура! Все, ну а теперь на всех парах едем домой. И дома уже можно отпраздновать этот праздник по-домашнему. Можно и немножечко рыбацкого, и все к тому, что прилагается. Обязательно пожарим щучку, головы и хвостики. Обязательно сделаем малосолочку, тем более у нас сегодня есть хорез. И у нас будет вот такой вот рыбацкий ужин в честь Дня рыбака. Всех с праздником! Вы, конечно, смотрите этот ролик уже после праздника, но на данный момент очень много народу этот праздник отмечает на реке. Очень много народу на рыбалке. И сегодня нам просто повезло с погодой. Днем не было комаров, дул ветер. Теперь ветер стих немножко. Появились комарики. Ну, все хорошо и все прекрасно. Как-то вот так. Всем спасибо, друзья, за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коммербак. Увидимся. Помашите ручкой. Пока-пока. День начинается вспышкой веселой зари. Травы блестят от росы дорогим перламутром. Речка в затоне алмазным туманом горит. Ветер чуть слышно поет в камышах добрым утром. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Небо купается в пойме прогретой реки. Солнце разбилось о блеск малахитовой дрожью. Духом сильны тут на севере есть мужики. Бой без сомнений дадут здесь в тайге бездорожью. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша
наша святая любовь.